В мае этого года Минвостокразвития внесло в правительство проект стратегии развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Сейчас документ ждет подписания президентом страны. Одной из первых в России свой проект подготовила и Якутия. Глава республики Айсен Николаев утвердил основные направления госполитики в арктической зоне республики на период до 2035 года. Это первый документ, который разработан в регионах в целях реализации стратегических приоритетов страны в Арктике. О стратегии развития арктической зоны Якутии мы поговорим с экспертом проектного офиса развития Арктики Александром Воротниковым. Александр Михайлович, здравствуйте. Итак, какие из якутских инициатив в рамках стратегии привлекли ваше внимание больше всего и какие из них могут тиражироваться в российском масштабе? Стратегия якутская, вот именно, да, производит очень большое впечатление. Понимаете, она вот, в ней два сценария, да, базовый и инновационный. Инновационный вообще интересен, да, вот, и предложение очень интересное. Вот, а если говорить вот о том, что для региона могут использовать, да, там очень много, да, вот самое простое, вот, что мне нравится, это реформирование северного завоза. Вот северный завод, он очень актуален для регионов России, да, вот арктических. Понятно, что не для всех, где-то западная часть Арктики там проще, да, там есть дороги, зато восточная часть Арктики все гораздо сложнее, да. И вот Якутия полностью меняет свое отношение к северному заводу. Это очень здорово. Второй момент, да, вот Якутия, скажем, сейчас вот я так прочитал стратегию, знаете, вот через 20 лет мы будем говорить о Якутии как о морском регионе. Вот понимаете, когда мы говорим морской регион России, да, мы сразу понимаем Мурманск, да, Калининград, Санкт-Петербург, Владивосток, да. И вот Якутия, там сейчас настолько амбициозные планы вот, по морскому своему развитию, да, я совершенно уверен в том, что через 20 лет, когда мы будем говорить морской регион России, Якутию будут называть первой тройки регионов, да, это становится как бы такая вот морская республика, да, с огромными морскими возможностями. И вот такой комплексный подход к этому развитию, да, вот я вот смотрел как раз вчера, просто вот мне очень нравится. Я не скажу, что это будет второй Мурманск, как порт, да, но это будет больше, чем Североморск. Понимаете, вот Североморск – это база Северного флота, да, сейчас. Сейчас Тикси станет равноценной практически, да, а с учетом оперативного значения Тикси, да, как вот военно-морской базы, он будет важнее, чем Североморск. Понимаете, почему? Потому что еще же будет перекрывать акваторию Тихого океана. То есть кораблям все ходить из Тикси, уходить на Тихий океан, да. То есть вот и очень грамотная позиция, да, вот, ну, все специалисты понимают, да, что наш Тихоокеанский флот там против Китая, против Америки, он, ну, вообще ничего не, он как вот, с ним точно считаться не будет, да. А вот, понимаете, вот это грамотное сейчас вот военный подход, да, то есть вот сейчас группировка наша военно-морская будет резко усилена. Именно за счет того Тикси и уже вот то, что на Тихом океане у нас есть. Это очень серьезная заявка. И не зря уже там, в общем-то, все беспокоятся из-за этого, да. Соответственно, что произойдет дальше? Вот строится огромный порт двойного назначения, да. Ну, понятно, да, он военный и гражданский. Раз порт двойного назначения, соответственно, у него будет гораздо развитая инфраструктура, да, потому что вообще военные много денег тратят, да. Им нужно то-то, 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 да, чего у гражданских денег не хватает. Это первое, да, то есть будет мощная портовая инфраструктура. Второе, понимаете, будет стоять мощная группировка там, да, это люди, это обслуживающий персонал, это их семьи. Соответственно, понимаете, у военных зарплаты, в принципе, если брать, да, у них доходы-то одни из самых высоких в стране. Соответственно, они их будут тратить. И вот как раз Якутия нужно этим воспользоваться, да, для того, чтобы развивать на этом свое предпринимательство, свой бизнес, да. То есть вот это все обслуживание, продуктовое, товарное, там, да, промка, взять все на себя. И в принципе понятно, что большую часть потребностей Якутия сможет обеспечить. И вот это опять огромный доход для республики.
И я хотела бы добавить, что в арктическую зону Российской Федерации входят 13 улусов нашей республики, и в рамках стратегии они были разделены по так называемому бассейновому принципу. Это Анапарская, Ленская, Янская, Индигирская и Колымская группа улусов. У каждой из них есть своя логистика и своя ось развития, и в стратегии определены такие якорные проекты для каждого из бассейнов. Что надо сделать, чтобы добиться того-то, того-то, того-то? Сейчас что нужно, на мой взгляд? Сейчас необходимо поработать финансовый механизм. То есть понятно, да, то есть вот даже если смотреть по финансовым показателям стратегии, да, то есть средства небюджетные, средства частной компании в 4 раза больше, чем средства бюджета. Понятно, это так должно быть. Но одно дело, когда компания вкладывает деньги в свое собственное развитие. Это тоже понятно. Они сами вложили, сами получили прибыль, сами ее расписали, до свидания. Но есть другая проблема, да, ведь компании всем нужна инфраструктура. Они готовы в нее вкладывать. Как они будут средства возвращать? И вот тут-то как раз необходимо сейчас в Якутии четко проработать именно финансовые механизмы взаимодействия государства и бизнеса. Ну, оно просторечно называется государственно-частное партнерство, да, но там помимо ГЧП и концессий есть и другие формы, да, то есть там развитие за счет налогов, инвестиций, да, то, что называется ТИК. Есть там, скажем, энергосвязь контракты, есть контракты жизненного цикла и так далее. Вот сейчас в Якутии надо четко этим заняться и поработать механизмы финансирования вот этих проектов, которые, в общем-то, они более подробно будут расписаны в программе. Ну а так вообще все должно быть отдельным документом, да. Это вообще работа и Министерства партики, и, естественно, Минэкономики Якутии. Да, вот такой должен быть совместный документ, который, в общем-то, или ряд документов, в котором было бы все прописано, и инвестору было понятно, во что он может вкладывать деньги, и как он свои инвестиции вернет потом, что ему вообще за это заплатит. Вот это вот сейчас, я считаю, основная задача, потому что вот сама стратегия, я сейчас говорю, она очень хорошая. Теперь надо вот заняться уже ее финансовым наполнением, потому что пока его не будет, ну, читайте, вот мы с вами просто раз говорили, нет финансов, ничего не решится, да. Понятно, конечно, федеральный бюджет что-то даст, но он даст именно только на то, что ему конкретно надо. Конечно, на ТИКСе дадут, да, там будет флот стоять, да, еще на что, но не на все дадут. Ну и, конечно, хочется затронуть вопрос экологии. В арктической зоне их предостаточно. В рамках стратегии предстоит ликвидировать накопление лома черных и цветных металлов, хвостохранилищ, например, в Батагае и Депутатском. Расскажите, Александр Михайлович, каким образом будет проходить процесс ликвидации этого мусора, ваше видение? Понимаете, вот в Арктике проблема какая? Мусор не разлагается, да? Значит, его нужно перерабатывать. Есть закон, что нам делать вообще с мусором. Там есть определенные требования, там надо вывозить, перерабатывать. В Арктике это нереально. Огромное расстояние. Понимаете? Малочисленное поселение, да? То есть нет столько мусора, чтобы его вывозить, чтобы перерабатывать. Разработка технологий переработки мусора в Арктике. Этим практически как бы задачу ставят, но никто не делает. Почему? Я объясню почему. Для многих людей такая она умозрительная задача, переработка мусора в Арктике. Или кто живет в Арктике, это основная задача, да? Можем собрать металлолом, вывезем потом. А вот эти горы мусора, органика, да, она же не льет, она так и лежит столетиями. А если мы разработаем мобильные технологии, удобные для арктической зоны, это было совершенно уникальная вещь. Это все складируется, а потом выводится. Это решаемая задача, но какие-то, понимаете, там тоже стали расстояния. Нету вблизи металлургических заводов. Вот если возить надо очень далеко, чуть не Владивосток. Там вот Комсомольск-на-Амуре, еще что-то. У нас нет поблизости здесь металлургических комбинатов, заводов, где ты можешь перерабатывать. Если же будет понятен весь объем, то можно где-то строить, там, ну, скажем, в том же ТИКСе или еще где-то смотреть, где будет крупное производство. Такой металлоперерабатывающий комплекс, куда вот начинают свозить вот эти брошенные автомобили, да, брошенные бочки и так далее. Там же это
площади огромные. Вот, поэтому это вот так. А я говорю, сам говорю про остальное, вот то, что можно переработать. Вот, который сейчас, он там называется твердые коммунальные отходы или твердые бытовые отходы, да, вот это переработать, да, и вот это вот нужны технологии специально для Арктики. И вот их могли бы здесь делать с привлечением других институтов, которые есть в России. И согласно стратегии развития арктической зоны Якутии до 2035 года определены 5 улусов. Это территория Булунского, Жиганского, Момского, Верхоянского и Нижнеколымского районов. Они определены как зоны развития туризма. Александр Михайлович, были ли вы в этих перечисленных улусах, в этих перечисленных районах? И хотелось бы услышать ваше мнение, чем может привлечь якутская Арктика туристов. Понимаете, вот, ведь вот что бы кто ни говорил бы, вот я знаю, на Чукотке много говорят, у вас там, арктический туризм практически не развит, да, вот его вклад в регион, в экономику региона, ну, где-то, знаете, 1/10, да, ну, от 1/10 до 0,01%, то есть это следы. А вот то, что сейчас предлагается, да, это, то есть опять вот очень амбициозно. И вот на самом деле, если вот эти планы будут реализованы Александром Сергеевичем, руководством региона, то вообще Якутия станет одним из центров мирового арктического туризма. Потому что, наверное, такого уникального края с точки зрения туризма мало вообще вот в мире, да, ну, представьте, вот привезти людей хотя бы, да, например, такой тур, ну, показать им, вот, как мамонты копают, да, вот, привести их вот на самом деле, да, вот, на место раскопок. Понимаете, огромные возможности для промышленного туризма, да, вот, представьте, привести их вот на это, то, что делают вот алмазы, да, вот как добывают, на эти трубки. Да там народ в очередь будет строиться, да, чтобы приехать и посмотреть. Или привезти, вот, знаете, как вот золото моют, да, как вот сейчас это россыпи олова, золото. Возможность у региона просто уникальная, да, вот. И слава богу, вот Александр Сергеевич первый из лидеров, да, вот, который четко к этому отнесся, да, вот не надежда, когда дотации придут, когда там эти алмазы будем продавать, еще что-то, да, а вот именно он понятно, что вообще можно сделать саму республику для того, чтобы добиться. Конечно, туризм для Якутии – дорогое удовольствие. Понимаете, и не каждый человек сможет это оплатить, такое путешествие из своего кармана. Да? Это не для бедных, не для малообеспеченных людей, да. Но это все понимают во всем мире. Есть такое понятие, как глэмпинг. То есть гламурный кемпинг, да, туризм для богатых. И вот здесь для них создают, понимаете, вот один такой пример уже есть в Мурманске, да, то есть вот выстраивают прямо на дикой природе, ну, подобие отеля 5-7 звезд. То есть вот человек ставится там, ну, будем сказать, условно, юрты, какие-то домики, еще что-то, да, но там есть все условия для этого. Это не дешевое удовольствие, да, но туда все едут, да, потому что весь мир этим занимается. И если вот в Якутии хотя бы одну-две таких точки сделать, совершенно спокойно мир туда поедет. Александр Михайлович, спасибо вам большое за интервью.